Что может быть лучше свежесваренного кофе? Это растворимый. Я это понял, миссис Стокер. Просто не люблю заводиться, миссис Стокер. Никто вас и не обвиняет, мистер Сладкий. Славный, мистер Славный. И я знаю, что вы это знаете. Но перейдем, пожалуй, к делу. Начнем. У нас с вами нет дел, мистер Сладкий. Славный. Мистер Славный. Повторите, славный. Очень хорошо. А вот здесь вы ошибаетесь. Верните его мне. Он человек, а не вещь, мистер Славный. Посторонний человек не может знать ребенка лучше, чем его собственный отец. Думаю, если вы оглядитесь вокруг, вы поймете, кто здесь посторонний. Миссис Стокер, давайте так. Видите тот куб Девиль 65-го года? 66-го. Прошу прощения, но он 65-го. Прекрасная модель, но не мешало бы заменить переднюю подвеску. Подвеска хорошая, я проверяла. Что ж, значит, она нуждается в центровке. Вы приехали сюда в качестве автослесаря? И хотя модель устаревшая, она не утратила свой шик и стиль. Сахар? Благодарю, я пью без сахара. Представьте себе, если сможете, навехонький куб Девиль последней модели рядом со своим. Некогда прекрасные линии старой модели утратили свою элегантность. Кузов провисает, задок еще больше. Вы моете ее, натираете воском, но все зря. Все пустую. Пустую. Мистер Сладкий. Все бесполезно. Старая машина есть старая машина. Эти два автомобиля как небо и земля. Я ясно выражаюсь? Мне ясно только одно, мистер Сладкий. Я славный. Мистер Сладкий, эти ваши попытки оскорбить меня при помощи автомобильных метафор просто жалки. Жалки, конечно. Да вы ему в матери годитесь. Но я ему не мать, мистер Славный, а любовница. И хочу вам сказать, что ваш племянник в постели просто зверь. Может, вам стоит взять у него несколько уроков? Я только могу посочувствовать своему племяннику. Я надеялся, что он лишится девственности женщины, которая знает разницу между любовью и случкой. Ну все, перерыв окончен. Ребята за работу. Поль, Аксель, по коням.